После летних каникул школьники могут не узнать стены родной школы-интерната. Над этим трудится около полусотни строителей. Бригада мастеров уже на стадии демонтажа старой отделки. Им придется заменить здесь практически все. От старого здания останется только корпус. Практически все. Если сейчас перечислять, везде отопление 100%, свет 100%. Пожарная сигнализация, пожарная обработка 100%. 100% кафель, полы, все 100%, двери. Как я говорил, оконные, значит, где-то, где есть такая возможность, значит, мы в дефектном акте указали, что где-то, значит, ремонт будет, где-то будем менять. Четвертая школа была введена в эксплуатацию еще в 1956 году. За 67 лет она сильно обветшала, поэтому в 2011 году была поставлена задача провести капремонт. Реконструкция вдохнула в нее новую жизнь, и в этом же году было принято решение построить спальный корпус на территории учреждения и сделать из нее школу-интернат, где дети полностью смогли бы погрузиться в учебный процесс. Но за 12 лет все коммуникации вновь пришли в негодность. Здесь свет, не знаю, когда его вообще делали, там алюминиевая старая проводка была, которую сейчас на данный момент у нас новые современные строительства не допускается, только медные. Поэтому меняем все. Пожарка здесь не работала, она была где-то вот так вот, но она не работала. Кроме электропроводки обветшала и система отопления здания. По словам подрядчика, радиаторы и пластиковые трубы были засорены и не функционировали должным образом. Штукатурка местами отслаивалась, а деревянные полы и вовсе сгнили. Сохранилась только кровля. Ее планируют оставить. Кровлю не трогаем. По водоотведению желоба, вот эти вот, значит, у них их не было. Поэтому у них вода попадала в подвалы, значит, кругом вода льется. Это мы включили полностью водоотведение, значит, это будет везде. Понаблюдать за ходом ремонта приходит директор школы-интерната. Руслан Укуров уверен, что после реконструкции условия наконец будут отвечать всем современным стандартам и способствовать качественному образованию детей. В нашей республике образованию уделяется огромное внимание. Со стороны нашего руководства, главы республики Махмуда Али Мукшариповича Климатова. Создавая такие комфортные условия для нашего будущего поколения, конечно, эта среда улучшится, намного мотивированы будут дети учиться в комфортных условиях. Классы оборудованные новой мебелью, новой техникой, компьютерной. Конечно, это создаст условия для более благоприятного улучшения образования нашего. Будущие классы обновленного образовательного учреждения будут оснащены интерактивными досками и современными компьютерами. Вместе с директором школы за качеством и сроками ремонта следит технадзор. Замечания мелкие были, но он вовремя их устранил. К учебному году, иншаллах, сдадим объект. Капремонт в школе начали в середине марта. Рабочим предстоит полностью отреставрировать 4 корпуса – спальный, учебный, хозяйственный и пищеблок. Обновят все, кроме спортзала. Его отремонтировали в прошлом году. Мастера параллельно работают на различных участках. В каком-то корпусе заканчивают стяжку и штукатурку, где-то только приступили к снятию старой. Капитальный ремонт у нас осуществляется в рамках программы модернизации школьных систем образования. Данная программа в Республике Ингушетия, ну и в целом в Российской Федерации реализовывается начиная с 2022 года. В 2022 году мы провели капитальный ремонт на базе 13 организаций общего образования. Все работы уже завершены и образовательная деятельность в указанных учреждениях ведется. По этой же программе в текущем году реконструируют 16 школ. Микаил Тангиев, Адам Гулоев, Хамзат Халухоев. Новости 24.